Бюстик Хилл, друзья, добрый вечер, дорогие подписчики. Друзья, ну сегодня по многочисленным просьбам, значит, мы с вами будем готовить сладкий плов. Очень много просили меня, чтобы я сделала, показать рецепт. Ну, многие, которые даже не знают, что есть, скажем так, сладкий плов вообще, никогда не делали. То мне он очень нравится, я его обожаю, часто готовлю. Сегодня мы с вами его сделаем. Друзья, но перед этим я бы хотела показать вам один канал. Там вот женщина готовит очень вкусные чеченские блюда. Она начинающий блогер. Но, знаете, я на нее подписалась, и для себя даже я нашла там много чего полезного. То есть, доступны, знаете, продукты, то есть любая женщина может купить и приготовить. Вот. И мне как бы очень понравилось. Я вам предлагаю посмотреть этот канал. Если он вам понравится, то обязательно подпишитесь. Ссылку на этот канал я оставлю в описании. Вот эта женщина, Айна Кавказ. Я вам советую. Если понравится, приходите по ссылке, посмотрите. Если понравится, подписывайтесь. Друзья, Дедика Хелшун, добрый день всем. Всего самого хорошего вам. Как поживаете? Как у вас дела? Друзья, ну ходила на кладбище с Висханом. Там немного траву порвали, брали. Ну там думала, может, надо будет, если покрасить, то думаю, в следующую пятницу пойду подкрашу. Ну там нормально было. Траву сильно у нас не косят, не рвут. Ну. В общем, на обратном пути мы шли, и зашла я так, скупилась. В общем, морковку купила. Хочу по-корейски сделать салат такой корейский. Очень вкусный у меня получается вообще. Всем нравится мой салат. Ну, вот таких помидор хороших. Прям купила. Огурцы купила и кушать. И, кстати, на Софии на день рождения планирую сделать окрошку. Может даже хватит. Может даже больше покупать и не надо будет. Дальше вот такой кетчуп. Травы с кинзой. Висхан любит. Потом, друзья, знаете, стала уже потихоньку закуплять вот такое. На уразу, на праздник, на салаты все равно надо будет. Но это я и в эти не буду нам готовить, конечно. Но я вот это в следующий раз пойду в магазин, я буду покупать вот уже и на праздник. Потому что перед самим праздником и цены поднимают, и очереди страшно. Ну, вот такие 2 баночки кукурузы взяла. 3 банки вот такие красной фасоли. Думала 2, как-то оказалось 3. Ну ладно, она лишняя не будет, на салат пойдет. Далее 2 баночки вот такой вот белой фасоли. Такой белой фасоли, потом такая, приправы такие очень сильно люблю, вот именно вот эти приправы для плова, такая же точно фирма, все это для курицы очень хорошая приправа, для моркови по-корейски вот эта приправа хорошая, паприка для окорочков, когда запекать буду курицу, для шашлыка, вот Софишка на день рождения будем делать шашлык, даст Аллах, тоже понадобится, хотя у меня там немного было, конечно. Это Висхан захотел такие охотничьи колбаски. Состав: говядина, мясо, птицы, соль. Потом тоже рыбку вот такую, тоже Висхан захотел. Рыбку ему купила. 2 лимончика купила. Софишке йогурт, там пару чупа-чупсов. Да, еще банка гороха. Хворост вот такой, друзья, его жарят, ну, многие, наверное, жарили, и оно набухает на подсолнечном масле, и потом с медом его перемешиваешь, и сахарной пудрой посыпаешь, ну, в общем, полная чашка выходит. Хрустяшки такие вкусные. Давно я их не брала. Дальше, друзья, ну, конечно же, свое чеченское сало обязательно. Вы знаете, что случилось? Я вот недавно покупала и вам показывала. Оно оказалось просто поперченное. Оно, в смысле, не было копченым. И знаете, пусть меня Аллах простит, очень невкусным. И кто, может, подскажет, что с ним можно сделать? Если бы хотя бы дети у меня это ели, то я бы добавляла, например, фасолевый суп у нас добавляют, дом можно вырезать. Но дети не будут тогда его есть. Ну вот что можно с ним сделать, чтобы оно какое-то не соленое, ну какое-то безвкусное, прям один жир, сплошной жир. А вот это вот копченое, прям настоящее. Запах, там я и запах не понюхала. А то сегодня я посмотрела и спросила, сказали, да, это копченое. Там родственница работает в магазине, вот поэтому тот кусочек я даже и не ела. И Софишка очень любит его, попробовала тот кусок и говорит, фу, невкусное. Она очень сильно любит этот
Вот этот купила, ну, и булочку хлеба. Сейчас все так ароматно пахнет, даже думала, не буду снимать, вам показывать, потому что прям все это хочется сейчас кушать. Поэтому, ну вот, друзья, вот такой обзорчик. Буду теперь ходить в магазин, вот пойду Софии на день рождения покупать окорочка. Возьму еще пару баночек, и фасоли возьму, и кукурузы. Хотела сказать, где кукуруза? Вот она, думаю, Висхан, забыли что ли уже. В общем, майонеза в больших пачках. Вот такое, знаете, что не пропадает, уже буду покупать, потому что потом оно все в 3 раза дороже, и очередя эти. Ну, в общем, вот так вот, друзья. Далее будет у меня рецепт обзора сладкий плов, покажу вам. Ну, в общем, всего доброго, друзья. Всего вам самого наилучшего. Друзья, ну вот смотрите, мы с вами сейчас будем готовить сладкий плов. Значит, смотрите, что нам для этого понадобится. 700 грамм риса. Смотрите, я отмерила здесь 700 грамм, но только я буду тщательно мыть. Прям раз 20 буду мыть. Главное его, чтобы хорошо вымыть рис. Тщательно промыть нужно рис. Значит, 700 грамм риса. Далее 130-150 грамм топленого масла. Ну, вот так вот, смотрите. Вот такое вот я масло использую, то есть, извиняюсь. Далее 200 грамм сахара. Ну, вот такая кружка сахара. Это ж учитывать нужно то еще, что и изюм сладкий, понимаете? Вот сахара. Дальше 1,5 стакана любого изюма. Но здесь у меня меньше изюма, меньше, чем 1,5 стакана. Но я еще буду добавлять вот такую красоту. Это очень вкусно. Плов красивый бывает с ней. И красивый, и вкусный. Сухофрукты. Так, это дальше. Вода, значит, друзья, соль 2 столовые ложки. Ну, вот, столько соли, смотрите. В рецепте, вообще-то, как я вот смотрела рецепт, я почему посмотрела рецепт, я всегда делаю на глаз. Но я думаю, так как мне придется это делать описание, то по-любому вы попросите рецепт, и поэтому я посмотрела, в рецепте написано 2 столовые ложки, но я взяла меньше. Далее, какой главный момент, друзья? Вот на вот это количество 700 грамм риса воды должно быть 4 литра. И готовить не до такой степени, что прям рис разварился. Как бы, знаете, до полуготовности. Друзья, ну вот смотрите, я вот так вот тщательно промыла. Я его очень долго мою. Я его и на обычный плов долго мою. Потому что от этого он бывает вкусным, в смысле, каждое зернышко отдельно. Я тщательно промою. Он у меня хорошо, чтобы вода отжалась. И в кипящую воду, да, вот на 4 литра кипящей воды я закину вот этот рис. Здесь 700 грамм риса. Так, хорошо. Друзья, ну вот смотрите, это у меня литровая кружка, она у меня мерная. Я всегда прям горячую воду набираю с крана, она тогда быстрее закипает. Вот измеряем 4 таких кружки, смотрите. Измеряем 4 кружки. Потому что рис должен вариться, чтобы там много было воды, чтобы он не слипался. 2 столовые ложки соли, но не с горой, Чуть поменьше я даже взяла. Потому что я всегда как бы на глаз. 2. Обязательно, чтобы было 4 литра воды. Потому что когда воды мало, ну это лично моется, я всегда так варю, получается успешно. И недолго, друзья, обязательно, чтобы минут 10, чтобы он покипел, чтобы он не разварился. Потому что когда мы его сварим, он потом еще доходит у нас, когда уже все совместим, ингредиенты, то он у нас еще доходит, понимаете? Ну вот, итак, 4 кружки, все, я ставлю. Друзья, ну вот смотрите, рис мы с вами сварили, он теперь у нас, ну, я поставила, чтобы он, водичка, чтобы хорошо ушла. А тем временем мы моем вот эту красоту. Вот смотрите, какая красота. Сейчас я это все тщательно помою, потом знаете, что я сделаю? Я его положу, он сейчас у меня вот так вот стечет, потом я его положу на полотенчико, и чтобы он хорошо высох, прежде чем его жарить, чтобы он был абсолютно сухой. Вот так вот сначала потрушу его, потом выкладу его на полотенце, и он у меня полежит, пока он полностью не высохнет. Смотрите, какая красота.
Друзья, ну вот смотрите, рис у нас уже варится. Вот такое количество воды. Варится у нас вот так вот рисок. Хорошо, все, долго мы варить не будем. Вот так вот варится. А вот это дело у нас вот так вот жарится. Изюм. Сейчас, когда они начнут набухать, вот эти кругляшки, ну, прожарим еще, чтобы он не пережарился, главное, на минуты 2-3. И выключаем. Вот так вот прожариваем хорошенько, чтобы вот это набухали вот эти вот изюминки. Вот так вот. Друзья, ну смотрите, сварился у нас уже рис, сварился. И это обжарила я. Изюм обжарила, лимончик приготовила, сахар, все у меня готово. Значит, что мы делаем? Слоями кладем аккуратно рис. Так, слоями аккуратно кладем рис. Далее посыпаем, ну, ложка, 1,5 ложки рассыпаем вот так вот сахара. Так вот сахара. Кладем 1 дольку лимона. И вот так вот посыпаем рисом. Рисом, говорю, изюмом мне уже это. Вот так вот аккуратно посыпаем. На праздник можно красивые кастрюли, вот такие стеклянные, специально бывают формочки. Я делаю так. Сейчас нам дома покушать. Опять слой риса кладем. Так вот, слой риса кладем. Друзья, сейчас появилось много рецептов разных. И курагу добавляют, различные сухофрукты. Но вот этот старый рецепт, мне и моей семье он нравится. Мы всегда готовим так. Плов очень вкусный получается. Советую вам приготовить. Вообще отличное блюдо. Дальше опять, смотрите, берем вот так вот ложку сахара. Равномерно вот так вот рассыпаем его. Опять кладем дольку лимончика. И поливаем вот так вот. Тут у нас масло, изюм. Так, очень красиво получается. Очень-очень вкусно. Вообще, я так люблю это блюдо. Нам всем нравится. Далее опять слой. Чуть-чуть рассыпался. Слой риса. Тщательно закрываем. Ну, так я буду раскидывать. А тогда я вам уже, когда все соберу его, тогда вам... Друзья, ну смотрите, вот такой получился у нас плов. Очень красивый, вкусный. Рис у меня сварился хорошо, поэтому очень... Некоторые ставят, чтобы он доходил просто. Если ничуть не доварен, то есть накрывают крышкой, чтобы он доходил. То у меня очень-очень хорошо сварился. Вот лимончик и все. Вот такая красота. Посмотрите, какая красота, друзья. Как это вкусное. Вы просто себе не представляете. Я советую вам всем приготовить. Обалденная еда. А вот на праздник, на Уразу буду готовить. Постараюсь немного покрасивее украсить. Купить разных там сухофруктов красивых и украсить. Теперь что я делаю? Накрываю крышкой и пускай минут 10 он так постоит, подмится. Потом мы с семьей будем кушать. Всем, кто сейчас кушает, приятного аппетита. Спасибо вам большое за то, что смотрите меня. Приятного аппетита, еще раз повторяю, тем, кто кушает. Друзья, подписывайтесь на мой канал. Не забывайте ставить лайки. Всего вам доброго. Адикюэль.